О своем отношении к Сталину рассказал президент Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев в интервью российскому журналисту Алексею Пивоварову в документальном фильме «Президент 2.0». Для меня Сталин, конечно же, крупная историческая личность, но как всякая крупная историческая личность, Сталин был противоречивой фигурой, понятное дело. Все же массовые репрессии, в том числе и на территории Казахстана, никак нельзя простить. Очень много казахстанской интеллигенции погибло от рук сталинских сатрапов, фактически ни за что. С другой стороны, во время войны он оказался на месте, в том смысле, что возглавил Советский Союз в самый критический момент и повел нашу страну к победе, сказал Токаев. Президент рассказал, что в его семье очень гордились тем, что с казахской земли был запущен первый спутник Земли. 4 октября 1957 года золотыми буквами вписано в историю. В этот день Советский Союз осуществил запуск первого искусственного спутника Земли. И отправлен в космос первый космонавт, а также высказался о значении космодрома Байконур для Казахстана. Я даже помню, как мы праздновали всей семьей полет второго космонавта Германа Титова. Со временем эти полеты стали обыденным делом, а вот полеты Гагарина и Титова я до сих пор помню. Все радовались, я думаю, что весь советский народ радовался этим полетам. Конечно, имя космодрома ведь звучало во всех сводках. Дикторы программы «Время» сообщали, что с космодрома такого-то взлетел советский корабль. Сейчас Байконур означает для нас, что мы тесно сотрудничаем с Россией. Во время недавних переговоров тема этого сотрудничества затрагивалась в Кремле, в Москве. Владимир Владимирович Путин очень положительно относится к этому сотрудничеству, дает соответствующие поручения. По итогам этих переговоров я принял Дмитрия Рогозина, главу Роскосмоса. У нас очень серьезные планы на будущее. Байконур означает, что Казахстан по сути является космической державой, космическим государством, сказал президент.